Холод – наш бренд, наше богатство. Можно начать издалека, с долей иронии, в которой многое правда. Вы когда-нибудь задавались вопросом, почему мужчины любят пить виски со льдом, а дети и женщины есть мороженое? В этом есть доля рациональности, которую современные ученые подтверждают в своих исследованиях. Как оказалось, состав воды в человеческом организме по своей структуре напоминает жидкие кристаллы. Такая структура присутствует в составе талой воды, там, где наблюдается превращение льда в воду. Теория холода, льда, фазовых переходов. Дело в том, что это вот сейчас находится на переднем крае науки. Если интерпретировать это явление с позиции культурной памяти, то, может быть, это напоминание современному человеку о том, откуда он произошел. Именно якутские ученые-антропологи пришли к мнению о том, что прародина Homo sapiens вовсе не в Африке, а у нас на севере, в Якутии. Потому что все вот эти наши лучшие качества, они спят до той поры, когда не возникает какая-то экстремальная ситуация. А холод – это очень экстремальная ситуация, с которой столкнулся древний человек. Холод, на мой взгляд, и создал современного разумного человека. Человек появился там, где был испокон веков холод, снег и лед. Экстремальные условия включают мощные адаптивные механизмы человеческого выживания и интеллектуального развития. Холод обеспечил человечеству интенсивное культурное саморазвитие. Ученым будущего еще предстоит раскрыть эти тайны культурной эволюции древнего человека на севере. Обобщая, можно сказать так: холод – это норма даже в космических масштабах. Тепло и свет – скорее аномалии. Сама жизнь зародилась на границе фазового перехода на нашей третьей от Солнца планете Земля. В том космическом месте, где не так жарко и не так холодно. Холод – это властелин Вселенной. Он является могучим фактором, в общем-то. Он широко распространен во Вселенной. Ну, например, вот наш спутник Луна. Сейчас доказано, что температура на обратной стороне Луны, в Южном полюсе, достигает минус 240 градусов. За последние 800 тысяч лет холодные периоды сменялись потеплениями, были холодные периоды, потепление, холодный период. Только за последние 800 тысяч лет сменилось 8 раз такие циклы. И причем холодные периоды, они более продолжительные. А вот когда резко потепление произошло, мамонты погибли. То есть вот холод – это очень параметр, который изменяет очень многое на нашей планете. В нынешнее время человечество переживает очередной вызов климатического характера. В Якутии сегодня мы переживаем негативные явления в связи с таянием многолетней мерзлоты. Это происходит в связи с потеплением климата, возрастанием среднегодовой температуры воздуха. Исследуется такая проблема, как сохранность вечной мерзлоты для системы жизнеобеспечения. Вот один из таких проблемных населенных пунктов в этом плане – это село Юнкюр в Алюкминском районе. Там очень активные термокарстовые процессы, которые затрагивают, собственно, уже сам населенный пункт. Зона ведения сельского хозяйства будет расширяться в связи с потеплением на северные и даже арктические территории Республики Саха-Якутия. Роль Якутского института сельского хозяйства в этом аспекте трудно переоценить. Поисковые исследования института нацелены на перспективы изменяющихся климатических условий. В 2020 году институт инициировал вместе с представителями других учреждений республики провести в 2021 году комплексную экспертную экспедицию «Изменение климата в Арктике и субарктике. Адаптация, смягчение последствий и устойчивое развитие». Экспедиция станет площадкой для синергии научных идей, обобщений и консолидированной международной позиции относительно изменения климата и адаптации к нему. Голос международного экспертного сообщества важен с позиции глубины понимания всей сложности стоящих перед Якутией социально-экономических вызовов.
Холод севера и Арктики позволит природе значительно повысить биологическую активность и экологичность продуктов животного и растительного происхождения. Сегодня он позволяет производить функциональную, натуральную и экологически безопасную продукцию. Она имеет потенциал стать сельскохозяйственной продукцией премиум-класса, мировым стандартом и брендом. Пандемии, становящиеся чрезвычайной ситуацией международного значения, актуализировали потенциальную линейку подобной сельскохозяйственной продукции. Уже сейчас на базе исследовательских разработок института мы можем осуществить биотехнологический прорыв в области продуцирования вакцин, ферментов и полезных для животных и человека бактерий, выстроив соответствующий кластер, значимый не только в дальневосточном регионе, но и в масштабах России и международного рынка биотехнологических услуг. Холод меня привлекает давно, со студенческих лет, даже с детства, может быть. И в основном активно начал заниматься с то, что связано с холодом, это будучи студентом. Это с Павлика Морозова 2. Вот там у нас был факультет сельскохозяйственный, там обучаясь. И дружил с Владимиром Петровичем Ларионовым, академиком. А он был, можно сказать, сопроводчиком холодостойкости. Вот, изучал холодостойкость. А мы работали по холоду на живых организмах. Это тоже адаптация животных к влиянию холода. Поэтому мы друг друга очень хорошо понимали. Он иногда шутил, говорит, вот ты сопроматчик по животным, а мы сопроматчики по материалам. И так у нас так беседа была, но беседа неравных людей. Я кандидат наук был всего, и молодым доктором был. Уровень у нас всегда, отношения у нас были такие, что я очень уважительно относился. Себя никогда не ставил так, что уровень Ларионова нет, чтобы никто не подумал. Угу. Я это все к чему про Павлика Морозова говорю, да? Потому что лаборатория холодостойкости была на Павлика Морозова 2. Вот я в этом году узнал это от нашего академика Никиты Гавриловича Соломонова, что именно на Павлика Морозова 2, там, где у нас кафедра механизации была, да, электрификации, там вот в этом помещении первая лаборатория холодостойкости была открыта. И там же и Ларионов Владимир Петрович работал. К холоду на севере и в Арктике всегда относились уважительно, мифологизируя его в образе быка зимы, приходящего из Арктики с самого Ледовитого океана. Сегодня постепенно начинает меняться сознание жителей Якутии и жителей планеты о негативном отношении к холоду. Год назад культурологический дискурс в нашем северном сообществе благодаря ученым и общественникам обрел форму книги «Якутский холод», где собраны примечательные знания о благотворном влиянии холода на культуру и быт северян. И на втором курсе, когда мы изучали предмет оленеводства, Александр Данилович Курилюк вел предмет оленеводства. Я задал вопрос, почему же не развивается в Якутии овцеводство. Вот с тех пор я все время зараженный ходил идеей развить у нас в Якутии овцеводство. В 2013 году мы получили гибрида. Вот эта тема наша перспективная, то, что мы занимаемся овцеводством, используя гены наших аборигенных животных, таких как чубуку, можно его назвать даже эндемиком. Холод уже становится как бы модным, но надо сказать, что наши предки были самые приспособленными к влиянию холодовых факторов. Поэтому они радовались наступлению зимы, приходу холода, потому что все технологии жизнеобеспечения жизни, все связаны с холодом. У нас в Якутии было
Даже дом, посмотрите, юрта якутская, она разделена на две части, и одна часть хотон, хлеб как бы, где скот стоит. И поэтому, и как раз вот эта сторона была северная часть, или откуда холодный ветер дует, поэтому одна сторона уже теплом обдавала. И женщина обязательно рожала в хлеву, в кюкюре. Почему? Потому что там тепло, во-первых. Во-вторых, у новорожденного ребенка терморегуляция, она еще полностью несовершенная. Там нужно больше суток, даже больше, чтобы терморегуляция была уже совершенной. И вот если женщина бы рожала в доме, непосредственно не в хлеву, то там температура колеблется. Если якутскую печку камелек не топят, становится холодно, даже вода замерзает. Топят, становится жарко. А в хлеву температура стабильно, постоянно, больше 20, плюс 20. Поэтому это дало возможность, чтобы якуты, наши предки саха, они были многодетными, и как бы люди меньше, дети погибали при рождении и так далее. Вот. Это первый момент. Второй момент – это якутская лошадь. Она уникальная, выведена тоже с помощью холода. Ну и третье – это подледная рыбалка. Это не водят. Там иногда 500 человек приходит, иногда 300 человек приходит, иногда 100, а говорят, даже некоторые такие вот организовывают, до 1000 человек приходит. И тут все схема сделана так, что всем делят поровну, кто пришел. Ребенок, там бабушка какая-то старая, если дедушка придет, или больной, там, или калека, всем поровну рыбу делят. А это для чего? Для того, чтобы потом же в этих больших юртах зимовать. Они приходят, может кто-то там кому-то приходит жить, и если у него ничего нету, ни скота, ни лошадей, ничего, он с этой рыбой приходит. И уже его пускают в этот дом, у него уже своя пища есть и так далее, и так далее. И вот это вот все такая задумка сделанная, философия вся вот эта вокруг холода. Поэтому, если наши предки дружили с холодом, сделали столько много, наверное, сотни, многие веками вот эта технология придумывалась и оттачивалась, тогда мы, ихние потомки, мы обречены на то, чтобы использовать именно холод в современном состоянии сейчас, получить новейшие знания, связанные с холодом, потому что у нас генетически все есть. Так что молодым дорога к покорению холода. Точка зрения на холод постепенно должна сместиться в научно-технологическую плоскость, и это уже происходит. Прозорливость и предприимчивость наших северных предков в этом деле должны стать нам опорой. Сегодня мы собираем крупицы традиционных знаний, рефлексируем, обобщаем, а теперь должны научно обосновать, объяснить и построить на выявленных закономерностях природы технологические индустриальные линии, использующие холод в современной экономике. Мы к этому придем. Якутская наука получит мировой приоритет, актуальную востребованность в связи с исследованием холодовых проблем. Она уже их получила в 20-м столетии. Например, при изучении мерзлотных пород, промышленных технологий на севере и в Арктике, дикой и домашней фауны, флоры и микроорганизмов экстремофилов. Холод – это фундаментальная основа развития. Холод – это наше самое главное богатство. Это холод. Якутской науке о холоде пока не хватает внедренческой составляющей. Перспективность изучения комплекса фазовых переходов в системах человек-природа заставляет изменить парадигму восприятия и отношения к холоду. Мы не сомневаемся, что холод
являющийся мощнейшим энергетическим аккумулятором, позволит создать через 10-20 лет осязаемую холодовую экономику, вариант креативной экономики на севере и в Арктике. Холод – наше главное возобновляемое богатство материального и духовного характера.